уважаемые коллеги, свои органы дыхания. Меры профилактики очень простые и всем нам хорошо известны. Нужно часто мыть руки с мылом в течение 20 секунд. Не лишним будет промывать носовые ходы при возвращении из мест массового пребывания. Не трогать лицо без особой нужды руками. Не прикасаться к лицу, к носу, к рту руками и тем более на время эпидсезона избавить себя от тех привычек, которые мы многие с вами имеем. Это покусывать карандаш, ручку, брать в рот, очки, дужку очков и все остальное. Все это может способствовать тому, что вы можете занести в свои органы дыхания вирус гриппа. Надо понимать, что он сейчас очень хорошо циркулирует среди населения, а значит, в большом проценте выделяется с объектов окружающей среды. Не лишним будет протирать все то, что мы общаемся каждый день. Это айпады, пульт от телевизора, ручки, телефоны, гигиеническими салфетками. При невозможности помыть руки не лишним будет обработать руки гелем антисептическим и втирать его в руки до полного высыхания. Еще должна сказать, что вирус гриппа выживает на поверхностях, вот на тех, которых я назвала, и на всех остальных, это от 2 до 8 часов вирус гриппа сохраняется, поэтому риск заражения действительно высокий. Можно и нужно закрывать свои дыхательные пути маской, когда вы выходите в людные места, это общественный транспорт, места массового скопления. Нужно приветствовать эту меру, не нужно стесняться одевать маску, особенно если это люди группы риска, особенно если они не имеют прививки против гриппа. Я повторю, это беременные, это лица с сахарным диабетом, с ожирением, лица с хроническими сердечно-сосудистыми или ночными заболеваниями. Всем этим людям на сегодня лучше остаться дома. Без особой надобности не выходить в места массового скопления, не вступать в контакт с большим количеством людей. Не нужно посещать массовых мероприятий, кинотеатров. Наши мамочки очень любят брать детей в торговые центры. Не нужно. Нужно с этим повременить. Сегодня очень важно не допустить заражения детей. А мы видим, что детки болеют у нас самым серьезным образом. Соблюдать нужно респираторный этикет. Вот девушка чихнула. Как раз. Чихать и кашлять нужно в одноразовые бумажные салфетки и платки, и тут же их выбрасывать. После этого, если есть возможность, нужно помыть руки с мылом. Этикет кашля, да. Избегать контакта с больными людьми, не приближаться к ним на расстояние менее 1 метра, поскольку действительно может произойти передача вируса гриппа. Это несложные правила, которые легко можно соблюдать, и они защитят всех нас от вируса гриппа. И, конечно же, если человек чувствует недомогание, в этот период нельзя выяснять, что же происходит. Нельзя заниматься самолечением. Нужно вырабатывать приверженность к лечению традиционными методами. Обращаться обязательно к врачу, который назначит эффективное лечение. Времени на то, чтобы уговаривать себя, что через 2 дня пройдет, отлежусь и пойду на работу, нет. Мы не должны терять это драгоценное время, нужно обязательно обратиться к врачу. И мы